Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы будем говорить о том, какую первую помощь нужно оказать ребенку при укусе насекомых и укусах змей. В летний период сложно удержать ребенка дома. Многие семьи пользуются хорошей погодой, чтобы выехать на природу, поближе к лесу, реке, полю. Но, как обычно, кроме свежего воздуха и чистой воды, природа также полна разнообразных живых существ. Некоторые из них способны навредить вашему ребенку. Мы расскажем вам о наиболее распространенных укусах насекомых у детей, а также о возможной реакции на них организма. Кроме того, расскажем о первой помощи, о которой должны знать заботливые родители. В настоящее время науке известно более 100 тысяч видов насекомых. Практически нет человека, который никогда не подвергался укусам какого-либо насекомого. Организм человека устроен так, что от него можно ожидать разных реакций на укусы, независимо от вида насекомого. Некоторые могут укусы переносить абсолютно незаметно, а у других это может вызвать осложнения. В некоторых случаях укусы могут повлечь за собой даже летальный исход. Как правило, укусы различных насекомых отличаются по ряду особенностей. Они могут иметь разный внешний вид, разные симптомы после укуса и разные последствия. Вот поэтому мы сейчас постараемся более подробно познакомиться с укусами наиболее распространенных в нашей местности насекомых. Комариные укусы наиболее часто встречаются среди остальных укусов насекомых у детей. Кусает только самка. При укусе ребенок испытывает неприятные ощущения. Обычно самка комара выбирает открытые места с хорошим кровоснабжением – кисти, предплечья, голень, шею, лицо. Наибольшие неприятности приносят комариные укусы, когда их много. Тогда дети маленького возраста становятся неспокойными, нарушается сон. Но, несмотря на это, прогноз почти всегда положительный. Это объясняется тем, что в нашей стране комары практически не являются переносчиками болезней. При укусах комаров, конечно, нужно снять зуд. Для этого достаточно несколько раз обработать зону поражения одним из средств от укусов насекомых для детей. Кроме того, можно протереть место укуса медицинским или нашатырным спиртом, либо промыть с помощью раствора пищевой соды. Также часто встречаются укусы мошек. Мошка распространена по всему земному шару. Мошка в основном обитает в лесах и местах с развитой растительностью, возле водоемов. Мошки активны в дневное и утреннее время. Насекомое может атаковать в одиночку, но в большинстве случаев нападение на человека имеет массовый характер. Основными зонами атаки мошки являются открытые участки кожи ног и рук. Момент укуса сопровождается жжением и болью. При укусах мошек порядок действий идентичен алгоритму действий при укусе комара. Но если в результате укуса возникла общая реакция организма, необходимо обратиться к врачу. Также осмотр у врача требуется ребенку с множественными укусами. Для укусов пчел характерно наличие сильной боли, которая появляется мгновенно. Эта боль может не сходить несколько часов. Укушенное пчелой место приобретает бледный вид в самом центре, а вокруг появляется покраснение. Как правило, при укусах пчел появляется сильная отечность. Если укусов было несколько, то у человека может развиться сильно выраженная аллергическая реакция. При большом количестве укусов может быть остановка сердца. При укусе осы сразу появляется опухоль, покраснение, резкая неприятная боль и жжение. Жало после укуса осы остается в редких случаях. Что же нужно делать при укусах пчелы или осы? Необходимо удалить жало. Наиболее удобно использовать с этой целью пинцет. Если видно кончик жала, необходимо постараться подцепить его пинцетом аккуратно, чтобы не задеть мешочек с ядом. Если жало скрыто кожей, необходимо попробовать извлечь его при помощи стерильной иголки от шприца. Выдавливать жало нельзя, ведь неумелые действия могут привести к более глубокому погружению жала. Затем нужно обработать ранку раствором нашатырного спирта или водой с мылом. Особенно важно как можно раньше удалить жало при множественных укусах, так как сумка с ядом в ранке продолжает пульсировать, что приводит к большему поступлению яда в организм. Также необходимо обильное питье для пополнения объема жидкости в организме. Местно можно наложить холодные компрессы или лед. Укус муравья является весьма болезненным, поэтому его не заметить просто невозможно. Внешне укус представляет собой красную точку. Стоит отметить, что существуют и ядовитые виды муравьев.
Если ребенка укусил огненный муравей, то укус сопровождается сильным жжением и образованием пузырьков, которые могут оставить после себя рубцы. При укусе муравьев первое, что нужно сделать, это отвести ребенка от муравейника, снять всех насекомых с его одежды и кожи. Место укуса рекомендуется промыть мыльной водой или раствором пищевой соды. Можно также сделать холодный компресс для снятия отека. При выраженном зуде используют противовоспалительные мази. Теперь об укусах шершней. Шершни относятся к перепончатокрылым насекомым, живущим в основном семьями. Столкновение человека с шершнем может произойти где угодно. Часто местом обитания этих насекомых становятся деревянные постройки, дупла деревьев, пчелиные улья. Шершни довольно агрессивны и нападают первыми в случае приближения к ним человека. Они не оставляют жало в коже жертвы, но попадающим при этом в кровь человека токсин может вызвать серьезную аллергическую реакцию. Жалить шершень очень больно, поскольку обладает внушительных размеров жалом. Первые минуты после того, как произошел укус, кожа начинает сильно гореть, отекает, становится красной. Спустя 2-3 часа у пострадавшего могут возникать основные признаки интоксикации: головная боль, головокружение, тошнота, повышение температуры тела, озноб, повышенное потоотделение. Очень бурно признаки интоксикации организма проявляются у маленьких детей. Укусы слепней представляют опасность особенно для детей. Слепни – крупные двукрылые, обладающие острыми и твердыми стилетами, челюстями и плотным мясистым хоботком. Эти большие мухи обитают всегда там, где поблизости расположен зеленый массив или водоем. В условиях города слепни практически не живут. Райским местом для их жизни считаются фермы, где выращивают домашний скот. Ведь именно на теле крупных млекопитающих паразитируют самки этих насекомых. При этом они не гнушаются нападать на людей. В результате ребенок получает болезненное поражение. А запах свежей крови, пота, парфюмерных ароматов привлекает этих кровососущих издалека. Укус насекомого очень болезненный и имеет иногда серьезные последствия, ведь в ранку проникает ядовитая слюна. Появляется отек, боль, зуд, жжение, покраснение и довольно часто аллергические реакции. Кроме кожной симптоматики могут присутствовать также слабость, тошнота, нарушение дыхания, головокружение. Как следствие попадания инфекции с укусом возможно нагноение мягких тканей, увеличение и воспаление лимфоузлов. Место укуса может сильно распухнуть, могут появиться незаживающие раны и абсцессы. Стоит помнить, что эти насекомые – переносчики инфекции, так как они не гнушаются трупов и фекалий. При укусе слепня необходимо как можно быстрее обработать пораженный участок тела, промыв его чистой водой, можно с антибактериальным мылом. Затем можно аккуратно выдавить жидкость из места укуса. После удаления грязи надо обработать ранку раствором перекиси водорода либо другими антисептическими средствами. После обработки лучше заклеить место укуса пластырем. При появлении после укуса нагноения, узлов или шишек надо экстренно обратиться к врачу-инфекционисту, так как возможно инфицирование организма и обязательно нужно ребенка лечить под руководством врача. На природе можно столкнуться со змеями. Змеи никогда не нападают на людей первыми. Однако змею можно легко напугать, порой просто своим присутствием, либо шумным поведением или резкими движениями. И тогда змея занимает оборонительную позицию. В нашей республике особенную опасность для человека представляют гадюки. Змей много на заброшенных земельных участках, в стогах с сеном, вдоль ручьев, в водоемах со стоячей водой. Гадюка хорошо плавает, часто держа под контролем всю поверхность небольшого пруда. Любят гадюки чистую воду. Они стараются избегать сточных канализационных источников. Детям следует объяснять с раннего возраста, что прямой контакт со змеей смертельно опасен. Ребенок должен вырабатывать у себя инстинкт самосохранения. Змеям присуще прятаться под большими камнями, даже устраивать там свои гнезда и растить потомство. Беря ребенка с собой на прогулку в лесной массив или даже редколесье, следует опасаться заброшенных кустистых участков, островков со стоячей водой, избегать камней, глубоких впадин под корнями деревьев. Если взрослый человек, увидев змею, постарается уйти от нее, то реакцию ребенка предугадать сложно, особенно если ребенок совсем маленький.
Первое знакомство со змеей может вызвать у малыша неподдельный интерес. Змеи очень красивы, грациозны, притягательны. Если малыш испугается змеи, его реакция может быть весьма непредсказуемой. От нападения на змею с голыми руками до кидания камней и других предметов в змею. Естественно, такое поведение неизбежно приведет к укусу. Если же контакта со змеей избежать не удалось, ребенку следует привить несколько простых поведенческих примеров, которые спасут ему жизнь. Например, не поддаваться панике, спокойными мелкими шажками уходить от места с животным, ни в коем случае не бросать камни в змею, не кричать, не делать резких движений, особенно взмахов руками, не отпрыгивать от змеи. Змеи имеют очень слабое зрение, но они очень хорошо чувствуют тепло. И поэтому змея может двигаться вслед за теплом, исходящим от ребенка. Маленькому ребенку необходимо напоминать об этом регулярно. Змей, пауков, ос и пчел каждый ребенок должен знать воочию. При беседе об опасности, представляемой этими животными, нужно показывать картинки с их изображениями. Пусть это будут разные картинки, большие и маленькие, в разных ракурсах. Ребенок четко должен представлять, о чем идет речь. Но если ребенка укусила змея, сначала нужно убедиться, что укусила действительно змея. И важно знать, какая именно змея укусила и ядовитая ли она. Помните, что змея может уползти довольно быстро, поэтому не факт, что вы увидите этого вредителя после атаки. Укус ядовитой змеи обычно представляет собой 2 прокола на коже, хотя может быть и 1 прокол, в случае, если змея старая, без зуба или просто промахнулась. Цвет следов от зубов чаще всего красный. Сразу после укуса ядовитой змеи пораженное место начинает сильно болеть. Через какое-то время возможны другие симптомы: головная боль, расплывчатость в глазах, заикание, тошнота, повышение температуры. Что же делать, если змея укусила ребенка? Очень важно не поддаваться панике и не нервничать. Спокойствие, только спокойствие. Нужно сразу вызвать скорую. При вызове скорой помощи правильно нужно назвать ваше местонахождение, ориентиры, по которым вас найдут. А пока скорая едет, оказать ребенку первую помощь. Укушенного ребенка нужно уложить в тень с приподнятым ножным концом тела, чтобы место укуса было ниже сердца. И какое-то время он должен лежать неподвижно, чтобы не дать яду быстро распространиться по организму. И нужно постараться увидеть этот самый яд. Довольно часто яд остается на поверхности кожи или одежде. В таком случае он практически не опасен, и его нужно просто аккуратно удалить, не давая ему проникнуть в ранку. Первая помощь при укусе змеи необходима, когда яд попал под кожу. Необходимо выдавить и убрать яд. Нельзя отсасывать яд из ранки ртом, поскольку у того, кто пытается оказать помощь, во рту может оказаться даже небольшая ранка. И тогда вместо одного пострадавшего окажется 2. Змеиный яд очень быстро всосется через эту раночку в полости рта. Рану нужно обработать спиртом, водкой, зеленкой, но ни в коем случае не перманганатом калия, то есть не марганцовкой, так как окислители усиливают повреждающие действие яда. Можно дать ребенку обезболивающее в возрастной дозировке. Если змея укусила в ногу или руку, то надо обеспечить неподвижность конечности, зафиксировав ее подручными средствами. При отеке нужно освободить конечность от одежды. Ребенку нужно дать вдоволь напиться воды, что будет способствовать выведению токсинов. Не следует нервничать, показывая свое волнение ребенку. Это только усугубит состояние пострадавшего. В состоянии паники ускоряется ритм сердца, и скорость распространения змеиного яда увеличивается. Нельзя бинтовать, нельзя накладывать жгуты выше места укуса, так как яд не будет иметь выхода, и как итог может произойти отмирание мягких тканей. Нельзя прикладывать лед к ране, нельзя давать алкоголь и пищу. Будьте внимательны к своему ребенку. Не отпускайте детей одних, ибо иногда можно даже не заметить, что ребенка укусило какое-то насекомое или змея. Можно обнаружить это слишком поздно. Не оставляйте их одних. Пусть дети всегда будут в поле вашего зрения. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.
Вам надоела давка в автобусах, тряска на дорогах, траты денег на билеты? Вы поймали себя на мысли: «Хочу свой личный автомобиль, но нет водительских прав»? Это не проблема. Канашская автошкола ДОСААФ России обучит вас необходимым теоретическим знаниям. Вместе с профессионалами дела, преподавателями, вы усвоите все правила дорожного движения и практические навыки. Научитесь управлять авто и в случае необходимости оказывать первую помощь. Канашская автошкола ДОСААФ России соответствует всем современным требованиям. Профессиональные и опытные инструкторы, современные аудитории, эффективные учебные программы, выгодные гибкие условия по оплате, занятия по теории в удобное для вас утреннее или вечернее время. Мы создаем все условия легкого, комфортного, результативного процесса обучения. Наш коллектив готов приложить весь накопленный опыт, знания, новейшие методики и отличную учебную технику для того, чтобы вы смогли достойно, полноценно и на равных влиться в огромное сообщество автомобилистов. Канашская автошкола ДОСААФ России. Мы учим управлять автомобилем. Город Канаш, улица Толстого, 12, 285 73.